Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлон Донаиортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня работаю в Москве. Вчера вернулся из Луганской Народной Республики. Оттуда я вам видеообращение присылал. Подписали соглашение. Я уже о нем говорил, поэтому повторяться не буду. Теперь сегодняшнее, о чем бы хотел рассказать. Ну, во-первых, это сегодня у нас праздник День молодежи. И я хотел бы обратиться именно к молодежи, потому что это наше будущее. Ребята, очень важно, чтобы в жизни вы ставили перед собой амбициозные планы, намного, может быть, выше, чем на первый взгляд вам думается, что вы могли бы достичь каких-то результатов, потому что когда вы занижаете планку, то это всегда по жизни, потом результат не очень хороший получается. Еще нужно просто руководствоваться общепринятыми человеческими нормами и принципами. Ну, во-первых, дружить и поддерживать друзей. Во-вторых, это, конечно же, поддерживать своих близких, родителей и всегда помнить о своих учителях. Потому что всего, чего в жизни добьетесь, все это заложили ваши родители и в последующем ваши учителя. Ну и, конечно, ваше трудолюбие, талант, который эти учителя и раскрывают. Поэтому мы на вас надеемся и всегда помните, где родился, там и пригодился. Потому что, конечно, мы ждем, что после того, как вы получите среднее, среднеспециальное, высшее образование, вы, конечно, останетесь работать в республике. Мы все для этого делаем, и республика наша действительно будет процветать, потому что будущее в вас, и мы очень на вас надеемся. Еще вернусь к теме сотрудничества с Луганской Народной и Донецкой Народной Республиками. 4 июля в Сыктывкар прибудут 50 старшеклассников из Луганской Народной Республики. Их ждет очень большая программа, это и культура, и досуговая программа, и образовательная программа, спортивная. Будет она организована и готовит эту программу Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Университет наш вошел в число первых вузов-участников программы «Университетская смена». Проект организован Миноборнауки России и Минпросвещения России. Именно специально для подростков ДНР и ЛНР в программе участвуют более 40 российских вузов, и они подготовят тематические образовательные программы для 11 тысяч детей. Наш университет является самым северным университетом, который принимает ребят из ЛНР. И организована 10-дневная смена для школьников 14-17 лет. Подростки примут участие в культурно-патриотических, образовательных, спортивных мероприятиях. Для них организован будет очень интересный досуг, экскурсионная программа, ну и, конечно, занятия по естественным наукам, медицине, программированию, дизайну, цифровым технологиям и, безусловно, истории России. Для ребят из Луганской Народной Республики это, конечно, замечательная возможность увидеть мирную жизнь, отвлечься от тех страшных будней, от тех бомбежек, от артобстрелов, которые, к сожалению, сегодня еще продолжаются на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в результате агрессии нацистов киевского режима. И очень здорово, что Республика Коми такую возможность, такую мирную жизнь с очень красивой программой, познавательной программой может ребятам предоставить. Еще одна новость, которую тоже хочу поделиться с вами, уважаемые жители республики, это охрана лесов от пожаров. Вы слышите, что опять по стране сегодня бушуют лесные пожары, уничтожая тысячи и тысячи гектар леса, снова пожары в Якутии, снова пожары в Хакасии, на Алтае. Поэтому, конечно, мы уделяем огромное внимание и защите лесов, ну и оснащению наших пожарных, а именно мы с начала периода зафиксировали этого периода сезона 25 лесных пожаров, площадь составила 485 гектаров.
как известно, самое главное это как можно быстрее этот пожар определить и его локализовать. Чем быстрее, тем меньше будет погублено леса. Мы в этом году ликвидировали 21 лесной пожар, это 84%. В первые сутки это очень хороший показатель. Ну и для сравнения отмечу, что в прошлом году на эту же дату у нас уже было зафиксировано 50 пожаров, ну то есть ровно в 2 раза больше, чем в этом году. Я понимаю, что в этом году менее сухое и теплое лето, больше дождей, но на самом деле в этом смысле я хочу сказать, что мы привычны к прохладному лету, и в этом смысле пусть лучше не будет такого зноя. Все-таки леса нам очень дороги, это, как вы знаете, более 80% республики у нас это лес, а это наше богатство. Ну и все-таки еще хочу рассказать о том, как работает федеральная программа сохранения лесов. Это национальный проект «Экология». В этом году мы получили в автопарк Коми-лесопожарного центра 8 единиц техники. Самое главное, что здесь 2 снегоболотохода с прицепом, 1 пожарный автомобиль, он еще в пути, но уже на подходе к республике. И вот на всю эту технику из федерального бюджета выделено более 41 миллиона рублей. Вот когда мы говорим с вами, что мы пополняем федеральный бюджет налогами, да, вот мы не должны забывать, что федеральный бюджет нас постоянно поддерживает вот по федеральным программам, по нацпроектам. И вот этот нацпроект сохранения лесов – это лишнее тому подтверждение. И кроме того, по согласованию с Рослесхозом республика планирует приобрести беспилотный летательный аппарат, он тоже очень важен, мы уже определились с финансированием, и в этом сезоне он поступит на вооружение нашей пожарной охраны или с пожарной охраны. С учетом вот этой техники, которую мы получим в этом году, мы оснастили лесопожарный центр на 91% от норматива, и который установлен как раз вот по нацпроекту «Экология». И в 2024 году мы полностью укомплектуем лесопожарный центр техникой и оборудованием на все 100%. Следующий вопрос, который мы сегодня обсуждаем с Рослесхозом, это создать условия для хранения техники, особенно в зимний период. И это тоже Рослесхоз услышал и идет нам навстречу. Ну и напомню, что в рамках нацпроекта за предыдущие 3 года, это 19 и 21 годы, в Республику Коми поступило техники именно вот в лесопожарный центр на сумму более 209 миллионов рублей. По эпидобстановке мы так с вами и балансируем на цифрах 18-20, вот сегодня 18 случаев заболевания ковидом, вчера это было 20 случаев. Это говорит, снова я говорю о том, что мы мало диагностируем. Понятно, что это тот фон, который проявляется клиникой, а все-таки тот фон, который мы не видим, да, который бессимптомно люди заболевают и переболевают, но заражают других. Мы все-таки, я поставил задачу, я вам об этом говорил, усилим диагностику именно экспресс-тестами в больших организованных коллективах, и уже это делаем. Поэтому выявлять будем больше, соответственно, меньше будет контактов. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день у меня вся информация. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, до следующей встречи.